С вами Алена и Антось. Канал Минавіта онлайн и канал Антанас Куракас. У меня эксклюзив. Я показываю за кулисье, как мы записываем передачу. Понимаешь? Вы можете назирать за Мы этим. ничего не стесняемся. Да, и еще назирать за этим, еще и удельничать в записи, потому что не могу я проминуть ваших комментов, потому что 90% моего душевного почуття до гэтай працы это ваш ей удел бесплатно. Я такие типа гербалайфчик, так я хочу привлечь шмат заинтересованных людей, понимаешь, бесплатно, как вы меня натхняли. Вот. Вот. А балбатачек некоторые блогеры у трубу, ну гэта, выбачайте, у меня на гэта грантов нет. Говорите. Ну, в трубу. Ничего себе в трубу, там, мама не горюй. Да, у трубу Северного потока 2. Меня, знаешь, всегда смешит, когда начинают обвинять таких, как мы, в работе на какие-нибудь спецслужбы. Мне сразу хочется сказать: ребята, вы... Ну ладно, те, кто обвиняет, это понятно. Там тролли, специально работающие, но те, кто ведется и верит. Вы на количество подписчиков смотрите. Вы смотрите, как нарастает органический трафик. Там, где люди работают за деньги, там, где люди работают ради какой-то цели определенной, конкретной, кем-то наняты, там сразу раз, моментом за месяц смотришь, там 20 тысяч подписчиков, 30 тысяч подписчиков, понятно, что это не органический трафик, это вложенные бабки ради чего-то. Вот и все. Не, ну коли б человек открывал эти консервы там, где там рыгают, там ванитуя их такие, типа пахнючие вот эти, чи там, я ведаю, там палкой бегал, собак молотил по плечах, там, а других это сдымал, валялся, там петарды у жопы уставляли, стреляли. Вот тогда трафик мог бы поперся на миллионы, я думаю. Ну, кстати. Потому что дебилов-то много. Насчет агентских я смеялась. С этим человеком у нас отложилось. Это журналист, специалист агентства «Информнапалм». Но для меня это знаменитое агентство расследовательское. Денис Ивашин сейчас сидит в Минске. Агентство, которое расследовало российскую агрессию, российскую агентуру. И позавчера у меня вышло это интервью. Ребята журналисты, причем «Информнапалм» чисто волонтерская организация. Но они сталкиваются с тем же. Но и это интервью мало кто почему-то посмотрел, потому что вот это наш век хайпа. Когда на слуху имена, которые просто хайпуют, ходя с канала на канал. Понимаешь? Ну да. А Лена, знаешь, истинных героев мало кто знает. Это Михаил Макарук. Я прошу обратить внимание, интервью очень интересное. Там много фактов, которых нигде нет. И Михаил мне сказал в конце, что такое откровенное интервью он не давал много лет. Да, оно на украинском языке, но я думаю, что белорусы способны его понять. Ну да. А Лена, коли хочешь иметь оригинальный контент на Минавите, включай запись у себя теперь. А до этого часу будешь писать. Ёлки-моталки, я ж ее не включила. Потому что коли ты зробишь камрып, там это, захоп моего видео с канала, будет не пекно раз, а другое тебе не засчитают прогляды гэтые. У статистику. Скажут, что вы один... Так я ж уже наговорила то, что не буду повторять сейчас. Ничего, мы повторим. Я молитву прочитаю. Сейчас. Ребята, я забыла, я прошу прощения, и я Михаилу повторю все-таки. Да. Это я про всякие хайпушки, нарративы и так далее. Так вот, позавчера вышло интервью с журналистом расследовательского агентства «Информнапалм», Минавіта онлайн. Это мы возвращаемся, мы с Антосем говорили до этого, но не было записи. Замечательный журналист Михаил Макарук, который сказал, что такого откровенного интервью у него не было достаточно несколько лет, во всяком случае. Он говорил о военных базах в Беларуси российских. Он говорил о российской агентуре в Украине. Он говорил о своем взгляде на протесты, на штаб и так далее. Я к тому, что люди... Для меня этот человек был настолько долгожданным. Я просила его об этом интервью, у него были обстоятельства, мы переносили. И я ждала, и я ожидала, что белорусы его увидят. Но я вижу, как работает система, как работает хайп.
Я вижу, как в белорусской медиасфере до сих пор самые высокие просмотры на людей, которые бегают с канала на канал, которые светятся. И вот, понимаешь, вот эти разговоры все ни о чем, которые ни к чему не ведут, они людям интересны. И я знаю, как работает энное количество... Антос, я знаю, как работает энное количество блогеров. Хочешь, я тебе скажу как? Для того, чтобы канал рос, если там не вкладываются особо деньги, ну просто чтобы он рос. Это открывается Google. Я так не делаю. Потому что у нас есть определенные цели, мы поставили перед собой задачи, вполне себе идейные, как бы кому-то это не показалось, там, странным, смешным и так далее. Просто открывают Google, смотрят имена, которые на слуху, которые по запросу, и зовут их к себе. Это называется предоставлять площадку, делать одни и те же бла-бла-бла с одними и теми же людьми, которые точно выйдут там в высоких рейтингах просмотров. Агентство «Информнапал», агентство, которое расследовало участие Беркута для тех, ну, маленький узкий кусок в белорусских протестах. Денис Ивашин, известный журналист, который сегодня сидит в Беларуси, представитель этого агентства. И человек из этого агентства, журналист, украинский журналист и волонтер, человек, который очень многое знает, не все может сказать, но знает, дает интервью. Посмотрите его, пожалуйста, ребята. Это очень интересно. И я к чему начала говорить? Вот к этим вот закидываниям гнилых селедок. Так вот, Михайло мне там говорит, в чем только нас не обвиняли. И Ми-6, и ФСБ, и Моссад. В общем, все одна и та же схема, нам с тобой известная, Антось. Но если ты незалежный, как хорошо сказал Михайло, то ты, к несчастью, бедный. Так, Алена, ты... Ну что, начнем. Друзья, у нас вообще программа, посвященная слегка поржать над тем, что нам показалось смешным. И в белорусской медиасфере, частично в россиянской медиасфере, бо наши соотечественники до сих пор продолжают сильно смотреть в эту неприглядную сторону. Страшно, очень страшно сказать что-нибудь против России. Не смей ничего говорить не против смей. Путина. Ладно, даже если сможешь против Путина, никак нельзя про братский российский народ. Они хорошие, угнетенные, и все они на самом деле против Путина. И если Путин уйдет, то вот тогда-то мы уже задружим, так задружим. Но Крым же не бутерброд. Есть еще такая версия. То есть... Крым же не бутерброд, понимаешь? Да, Крым же не бутерброд. Я скажу, хочу перед тем, як мы будем глядеть гэтыя відосы, ну мы их не будем глядеть, потому что мне их не будем чуть. Так программа только дазваляе ОБС мне их крутить напрост с памяти компьютера. Глядачи будут бачить, чуть, а мы будем только вздыхать и з аналу памяти доставать гэтыя святыя словы этих великих наших дзеячаў сучаснасці. Хочу что заўважыць, что вельмі страшная ситуация з этими сялёдачнікамі склалася і ў украінскай супольнасці блогераў, нібыта прызнаных. Насамрэч, бальшыня гэтых блогераў дастаткова бедныя людзі, пажылыя разумныя людзі, якія там зрабілі сябе імя, яны абрашлі камандамі, яны самі відэа не рэжуць і так далей. Я не ведаю, хто там каму што вінават, але вайну з іхнымі гнілымі пратэжэ я быў пачаў у канцы жніўня месяца спонтанна, таму што яны пачалі да мяне дакалёбвацца самі, я іх вообще не чапаў. То есть сталі там шастаць у мяне по эфірах не шматлікіх, таму што часта эфіры цяпер не магу выпускаць вот такія паўнавартасныя, просто гутару з людзьмі, там чытаю казкі свае, там яшчэ што-нибудь. На такіх паўнавартасных эфірах затаўклі майго літоўскага самага модератора, ну, тех самые. И вот недавно сутыкнуўся з той же самой ситуацией, то бок люди, здаецца, люди, якія ідуць да высокай мэты, абрастаюць гнілымі людзьмі, у тым ліку беларускамоўнымі, якія не стыдаюцца з некалькіх аккаунтаў выходзяць у каменты, якіх ніяк не выдалі з каментаў, абсолютно наглыя такие вот. Мне сразу вот это, разумеешь, мне гэтыя
нагадываюць паводзіны, будем пераходзіць на лічнасці, тому што я не магу опираться. Хорошо, так скажу, аднаго Міколы, які сядзіць з леташняга лета. Спачатку леташняга лета. Да, вот не скажу якога Міколы, вот Мікола сядзіць, вот который раз сядзіць, ни за что, реально ни за что, ни про что. Вот он себя так повел. Такая думка, что вот эта вот мода на наглые поводины, она сама ж по себе не новая, эта мода. Вот чему я хотел завострить на Раймоне. Раймон же себя поводил так, ну, я Прагу и Пазняк вспоминаю, в 90-е годы. Справа была не в его поглядах, а в его поводинах. И он абсолютно нагло, беспардонно, манил в очи. Ну, они ж просовывали Лукашенко, они ж его вяли, это ж молодые волки. Вот так само и гэты Мікола пришел, засвячился, з усіми журналистами поговорил, думаю, глянь, Мікола пришел на мероприемство КХП БНФ, куда я был запрошен оховником, ну и разом походить. Разом пойдзе Мікола з нами, поговорю з этим Міколом, там туди-сюди. И он постоял, демонстративно развернулся и поехал. По-моему, там, ну, на чим поехал, не ведаю, но завернувшись на машине поехал. Чи на метро, я не помню. Ну, по-моему, на метро я не катался, на машине поехал. То бок вот это вот абсолютно наглая поводження, лиш забора не ведуть, як можна робити святую справу брудними руками. Розумієш, от мені в коментах лезет человек, я говорю, мой пост, спини коменти, дякую за твої зауваги, спини коменти, йди отсюда з Богом. І він мені зразу поучення дає. Тоді вилазить другий аккаунт по-українську, пише висір, ты пишешь коммент, и на коммент нема отказу. Типа звонки без ответа, слова и улыбки, понимаешь? То есть два коммента, это дрыщ и высер, два типа. И самое цікавое, что наши ж вот белорусско-украинские гэтыя тролли, яны высокого роўня. Это такие вот поскудь высокой пробы. У адрозненне ад расійскіх, яны разумныя, начитанные, и никто не даст гаранты, что они не российские. Может, просто белорусскую мову выучили. Ну, там не обязательно выучить, Антосик. Google переводчик или другие, вот и все. Ну, все очень просто. Они просто сейчас пользуют ее. Ну да, может, просто перекладчики стали лепше, ранее же были косые. Конечно. И знаешь, ну, порівняння з тим, что я вот сутыкаюсь з этой ватой, этой на вот такой ватой, ну, такой резкой ватой, там, некой и так далее, у этих диалогах, белорусскомовные, украинскомовные гэтые говнометы, это цары такие, это вверх пирамиды. Это вот... Но пропаганда не стоит на месте, она такая, знаешь, она настолько гибридная, это и отборные, имеет цели. Да, это отборные типы. Включай. Ну что? Перший видос глядим. Глядим. Сябры, зараз я постараюсь включить перший видос, там, где буду описывать в японских мультиках, там, где Путлер нечто пляце. Так, зараз. Так, оп, так. Я могу же со звуком у себя включать, Антосик? Я у тебе, ну, давай я тогда гук отключу совсем у себя. Я глубоко убежден в том, что у нас не может быть абсолютно никакого развития, и страна не будет иметь никакого будущего, если мы подаем гражданской свободы и прессе. Вот это просто мое глубочайшее убеждение, потому что это важнейший на самом деле институт, который гарантирует государство от скатывания в трясину тоталитаризма. Мы жили же в условиях тоталитарной системы, и как бы она ни приспосабливалась к внешнему миру, ничего не получалось в сфере экономики. Но таким важнейшим инструментом, который гарантирует здоровье общества, является свободный. Поток растет, белорусов. У вашего всякое бывает. Это так прекрасно. А у нашего тоже было такое. Так зауваж, что Путин же сказал после нашего, значит, отпрацовка неких принципов, вот мы у айкидо занимаемся. Айкидо есть отпрацовка принципов. Это не рукопашный бой. Так вот это отпрацовка принципов зла. И наш шла спочатку у нас гнули, як тут трубу эту об угол, а після их стали гнуть. Бо как бы мы тут можем ганариться своим, что мы все-таки впереди планеты всей. Таким дзярмом кидануўся быў Рыгорыч раней за Пуціна на колькі? На 3 гады.
На 3 года где-то, да? Да. Обгон с торможением называется. Какие они зайки, скажи? Ну, Господи помилуй, это, я не знаю, дзе таких яшчэ золотых людзей мы бачым. Вот, допустим, зможем мы гэту гідру перамагчы. Прыйдуць адэкватныя людзі, это ж людзям будзе нецікава жыць. Это ж придется усім отказывать перед законом. Ну, ты же понимаешь, Антосик, что вот этот персонаж, он же отражает как бы чаяние своего народа, по большому счету. Ну, тут отрымливается. Понимаешь, вот это извечный вопрос, где курица, да, что первое, курица или яйцо? Ну да. Но на сегодняшний день отражает. Имперскость отражает точно. Кто самый популярный либеральный политик в России? Навальный. Козел. Имперец. Крым не бутерброд. Дякую. Ну ось, дик от бачиш, як воно буває. Ти кажеш, потреба народу. А чи потреба була нашого народу, глибинного, у такої жнівазі з боку Лукашенки в свій час, як ти думаєш, в 98-му році? Ну, думаю, что нет. Думаю, что здесь сработала пропаганда, но я бы не равняла белорусов и россиян. Понимаешь, россияне в своей имперскости, как собирающий народ при совке, до того, как народ, стоящий на позициях на сегодняшний день, да, на позициях имперскости как таковой, не первый век ведь, Антосик. Поэтому здесь такое следствие этой причины. В виде Путина, остальных, возможно, будет следующий Навальный, либо империя будет разваливаться каким-то образом. Белорусы, я думаю, попали под каток, и слишком сильна русификация была, она слишком глубинна была, слишком глубинна. Но рано или поздно это закончится, я в это верю. Зачем бы мы говорили, если бы мы в это не верили? Как минимум, мы же с тобой не одиноки. Ну так, я скажу так, что про свою школьную пору мы трапили под адраджэнне, под адраджэнне Пазняковскае. Я кажу, что я в руках трымаў тыя падручнікі, чырвона-белыя падручнікі, помніш, такія былі са стужкай пасярод, калі ты заўважала. Там за 6 класс были такие подручники, что в принципе после прочитания этого подручника можно было сдать второй курс ИСТФАКа. Там, так уже туды уже упихнули все, что могли авторы доброй белорусской мовой такой, тады такой живой наркамовкой такой правильной, то есть они максимально отходят от наркамовки, грамотные люди. Вот. Всю правду. Трошкевица ты хотел сказать? Нет, там Трошкевица не было написано, просто они так обчеловечили наркамовку неяк были. Ну, по-моему, над этими подручниками тым ліку і працавала і наша замежжа. Хто у нас быў жывы чалавек? Тут адныя камунягі, разумееш, хто будзе працаваць. Вот. І я кажу, што я гэтыя падручнікі трымаў у руках, а Александр Егорович іх паліў у 98 годзе, торжественно, як этот. Гітлер, толькі, правда, Гітлер паліў прылюдна на плошчы, а ён паліў там на задніх дварах сваіх гэтых дзеревень, як ён казаў. Я ж в дзярэўні жыву, дзеравенскія. Значит, получается, калі б ён пачаў паліць это на плошчы Незалежнасці, значит, народ бы гэта не прыняў, як ни круці. Вот у чым пытанне. Где-то ты знікла. Ага, тут. Я здесь. Ты чуеш. Ось, народ бы гэта не прыняў. Таму, нягледзячы на тое, што пашоў быў рэваншык у другой пасярэдзіне 90-х, я помню, што я вот быў ужо прышчэплены этой беларусізацыяй, яшчэ беларускай же сям'і, беларускамоўнай, такой сведамай. То бок людзі былі дастаткова адукаваныя, мои там дзяды і бацькі, каб быць... Видишь, у меня не так. У меня было не так, я доходила сама. Да, каб быць сведамым беларусам, не натуральным этнічным беларусам. Вот. Там даярка, которая гаворыць по-беларуску, она не сэнсовая сябе беларусам, она просто гаворыць по-беларуску, тому что бацькі так гаварылі. Яе русифікаваць цяжка, тому что неадукуемая часто. Але можна ў 2 пакаленнях, у 3, у крайнім у 4 пакаленнях можна русифікаваць. А чалавек з сям'і такой, якія трошки больш інтэлігентныя у сельскім плане такім,
Усё роўна сведамасць это прыходзіць, як мінімум да пакалення маіх бацькоў сведамы выбар прыйшоў сам быў. Ды і да пакалення дзядоў таксама. Я маю на ўвазе матчыных бацькоў. То для іх вот выбар вот беларускага, ён быў сведамы, яны рускае не прымалі. Яны, ну, заходняй Беларусі, якія б яны былі камунякі, но яны былі беларускія камунякі, разумееш, такія, ну, сістэмныя камунякі, каб вот трошки лягчэй было жыць, там вот прыманіць свае дыпломы, это ж, ну, это ж сістэма была. Я кажу, што калі б наш народ быў настолькі тупы, гэтыя б кніжкі Лукашенко раўняўся Гітлеру, ён бы гэтыя кніжкі паліў бы на плошчы Незалежнасці. Но он боялся, что в 98 годзе атрымае трубою галаву за это, за спаленне этих кніжак. Я не ведаю, цяпер ён змог бы гэта зрабіць. Ну, цяпер просто прыйшлі другія людзі, нават, я думаю, што прарасійскія налаштаваныя людзі, яны сказалі б, фу, так же никто не делает. Там. Ну, то бок, уже свет змянился. Ну, слушай, там... мне кажется, ситуация хуже на самом деле, чем в 98 году. Частично. Тады рэванш таксама быў. Усе гэтыя калхозныя дзебілы, яны рэзка захацелі стаць рюзкімі. Поўным ходам працавала РНГ, праз Витебск. Не, ну понимаешь, 98 год Россия еще на кого-то могла производить впечатление свободной страны, там, после развала Совка и так далее. Не было еще того количества войн с соседями, ну, таких громких войн, да? Хватало. Подожди, но я имею в виду, да, хватало, но для этого надо было глубже копать. То есть было ощущение, могло быть ощущение, что там идут какие-то перестройки, какие-то изменения и так далее. Сейчас эти ощущения быть не могут по определению. И тем не менее, Солнце, у кого самый высокий рейтинг сегодня из оппозиционных, стоящих, скажем так, в оппозиции к Лукашенко, не истинно оппозиционных политиков? У Бабарика. Да. И это «Газпром». И что, может кто-то сомневался, что «Газпром» — это ФСБ? Руководство «Газпрома»? Нет. Никто. Любовь, то есть люди готовы. Любовь, понимаешь, людей, у многих людей любовь в очах. Ну и что? Это же многоходовочка. Ну так и победим, ёпта. Разумеешь, вот так вот. Многоходовочники. Да, многоходовочкой. Да. Тут подказывает Артем Чачанец, что подручники 94 года палили в 2005 году каля школаў. Артем, у нашей школе, сярэдняй школе, этих подручников уже не было, калі я заканчивал школу в 2000 годзе. Яны зніклі, их вымушаны были сдать. Это может по каких-то, как ты сказал, окраинах, там, типа особо хитрых школах, где яны были в архив сдадзены подручники, могли полететь. И снова же это отказывая на питание, что Лукашенко стал калі школу ломать. Напад на школу пошел массированный з яго боку. Потому что он зламаць усю систему, резко выбудованную до яго, он не мог же сходу. Он ламаў яе паступова систему. Там, перш там, зламаў там, праваахоўчыя органы, там, суды пасля, ЦИК тады, суды там, и так далее. Добраўся до школы в 2003 годзе. Маці моя была спознала репрессии в 2003 годзе першие. И ее сняли, потому что она была оппозиционно настроенная. Сняли у районо чувака, БНФовца, який сядзеў до 2003 года. Вот такі быў дзед. Я на яго вачах вырас, скажем так. Вот. Ну, просто был человек, ну, великолепный человек. Ну, теперь, как таких начальников хотя бы половина была в державе, я не ведаю, как бы мы жили. Вот. Просто даже за этими ресурсами, даже за этими законами, какие у нас есть. Вот. И мать мою, конечно, стали там пинать в школе были тады, а она, конечно, имела свой гонор. Завуч, 18 годов завучем одрабила. В Заходней Беларуси, як дед, был перед, ну, и правильно, она зрабила карьеру, и она умела управлять кадрами, и она некуда людей вела, как вот лидер громадский. Дома это был один человек, а там же трошки другие. Вот. И я уже стали грызть, помню, она плакала, и здоровье губляла. Я кажу, бачу, разумеешь, что ты, скажем, ты разумеешь, что тебя грызут не просто так, не потому что дрянный человек, а потому что это политичный переслед просто. Вот, и она успокоилась была. Она думала, что вот я у чем-то виноват. Ну, як ты можешь быть виноват перед, вибачай, запикаешь ебланом? Як можно себе виноватить перед ебланами? Вот я этого не разумею. Так устроен человек, то есть, когда его начинают травить, он начинает в себе копаться, особенно если у него есть душа, мозги и так далее. Ну, так устроен человек, ты ничего с этим не сделаешь.
Я это вижу и по своим близким, и по себе самой вот сейчас, когда столкнулась. Ну, так устроен человек. Да, дык вот падказвае С мне душой, конечно. чачанец, што прымусілі былі ў 2005 годзе паліць тыя падручнікі, у нашай школе гэтага не было. Ну, мабыць, надта былі адказныя. Опять же, бачыш, гэта ўлада захопнікаў. Яна іграе на лепшых якасцях людзей: адказнасць, справаздачнасць, працавітасць. Яны гэта выкарыстоўваюць на зло нам. Разумееш, я ўспамінаю свайго брата, падлетка, пачатку 90-х, гэта хіпстарства тадышняе. Яны кідаліся гэтымі каменнямі па шаферах, которые заганялі бульбу. Бульбу прымушалі ў верасні выбіраць, а дзевяцікласнікі пасля білі каменням. Як і тыя у Саудаўскай Аравіі, карацей. Каменням шпурлялі па іх. Яны там нахуй пасылалі нейкага там пасяціла калхоза. Яны таго з гэта... Мне было стыдна з боку. Вот пяцікласніку, шасцікласніку, што як яны się дрэнна паводзяць. А пасля я прыйшоў да высновы, што калі не ламаць гаўно, дык яно ж будзе жыць далей. Яно будзе нашымі лепшымі якасцямі карыстацца. Навошта траціць энергію на гаўно? No. А про 2005 год это менавіта сімвол того, што зламалі людзей. В 2005 году школа была зламана. Вот за 2 гады яе зламалі. І ў 2005 году сітуацыя была як бы на рынку працы школьнай вельмі страшная. Ідзіце, я заканчивал универ, ідзіце устраивайтеся самі, прыходзіш табе паўстаўкі ў нейкай школе далёкай, то бок настаўніку так настрапалілі, яны трымаліся сінімі пальцамі за свае пасады, і маладзёж у школу не прыходзіла проста. Разумееш, то есть, ну, людзям далі трохі грошай. У 2003 год там нейкія грошы людзі сталі адчуваць, там $300 у руках настаўнікі, там 250, 300, 400 доляраў, тадышніх доляраў. А в 2005 году их загнали, а у их дети еще не устроены, дети еще учатся, разумеешь, им там по 50 годов, а их дети учатся. И вот я помню, помыкавши, думаю, ты идите вы нахер из вашей школы, с вашими $80 зарплаты, это за полставки, без никаких категорий, вот, и так далее. Так вот, ну, основная масса подручников, наколькі я ведаю, и про это и поздняк казал, была спалена чи то в 98 чи 99 году. И со школы забрали, я помню, маці была супраць моя, нехта паспіраў тых падручнікаў дамоў пару штук, некага лежала подборка, таких особо порваных, типа списанных. Вот. И они были дрэннай якасці, они были на кляю, на звычайным. Вот это вот крышок, он был не прошитый. Вот. Але гэта были не подручники, это были, ну, амаль, ну, на ўзроўні першого, другого курса университета это были подручники. Это был такие... Это был уровень. Але про что я хочу сказать, что к концу 90-х рыван, что пошел, дебилы колгасные, которые на заводе 3 гайки открутили, там те, у Россиюшку ездили за китайскими товарами на Черкизон и шлились в экстазе с братским народом. И они ж отчули, что вот сила там, брат, в России, понимаешь, там же сила. Мне, подписчика, выкинули были за автобус в 98 году, потому что он разговаривал по-белорусски. Так подожди. Та же история была с Вадимом Довнером, по-моему, я тебе рассказывала. Ну так. Вадим, да, голосовал за Поздняка и обсуждал это со своей подругой, когда ехал в автобусе. Ну, бачу, это было еще ранее, в 94-м, а такие выпадки... Да, я к тому, в момент голосования обсуждал по-белорусски. Ну да. И с воплями... нацики, поздняковцы, вот такая же была история. То есть на самом деле как бы гниль прошла очень глубоко. На гниль это вот, я как бы стала вылечиваться, эти раны солью. Ржавчина такая. А потом их эти раны солью посыпали, ну, опять эти зомби полезли. Я помню, тогда такой супротив был, как бы брат мой, уже будучи навучэнцам училища, медицинским училище вышивший молодежне, там за национальное не чапали, там наоборот такая вот была, вот они были патриотичные, такие туды-сюды. Когда в Минск приехали, в 99-м поступали в универ, это уже такие сталые, 19-20 годовые такие уже крепыши, и они в Минске их затыкали очень быстро за этими вопросами. То бок вот этого одной инъекции патриотизма, это вот, грубо скажем, с советского 88 года это началось и скончилось Лукашенко в 95 году. Ну,
усе вот эти инерции, калі палічыць у 96-м, кончилось в конце года. Вот, усяго нейкіх там адносна 8 гадоў адраджэння, з якіх 6 более-менее вольных, а старт і фініш быў, скажем, не 6, а нават 5. 3 гады гэта падрыхтоўка і год задушэння, скажем так. 5 крэпкіх гадоў адраджэння, іх хапіла, каб людзі, якія павырасталі к канцу 90-х, яны маглі сябе адстойваць і сваю радзіму адстойваць. А калі б гэтага не было, што было б? Яны ж ужо былі, гэтыя КГБшнікі лічылі, што яны ўжо перамаглі, разумееш, яны ўжо ўсё ў іх у кішэні. Все в кишине. Пошли к следующей новости. Давай на наступный. Это, кажется, такое... Я на секундочку скажу, что за мной картина Андрея Зелинского, художника, посвященная, я думаю, что если она до конца не видна, так, посвященная так, россиянцам. Да, федерастам. Вот. Андрей Зелінскі чалавек дуже далікатны, і на яго вельмі моцна нападалі з самай вясны усякія боты у мяне на канале под выглядом... Это показатель качества. Да, это под видом нормальных подписчиков. Ну, такие были фразы, типа, ты ж хороший, а Андрей же дурачок. Типа, ты же умный, а он же глупый. Сколько будут рожу смотреть? Он ничего не понимает. И пускай... Это и называется гибридная работа троллей и ботов. Пошли к следующей новости. Значит, у гэтых самых, у федерастов да его подгораете. Конечно. Это вельми добро. Я глубоко убежден в том, что у нас не может... Поток растет, белорусов мы так полагаем... Без меньше экран. Это для своих пускают, ты ж правильно все зробишь. Гэта сядзіць мужик и рассказывая про гэту. Поток растет, белорусов мы так полагаем... Про туристов? Да. Где-то 130 тысяч приехало, ну, многие приехали. Скажу потом, что меня повеселило в этом видео. Личным образом нигде не регистрируешь. Гостиницы, поэтому не можем сказать, сколько. Мы хотели бы, чтобы было больше. Отдыхали. Для этого нам надо сделать ряд важных вещей, кстати. Нам надо упростить и удешевить логистику. Это и железнодорожное сообщение, и авиасообщение. И надо признаться здесь, что у нас, как вы знаете, построен замечательный международный аэропорт Симферополя. Пожалуйста, в любой момент мы ждем белорусских туристов на самолетах в Крыму. Все, видео закончилось, показ. Ватнички прекратили аплодировать. Есть такой прикол. Слушай, я когда работала в туризме, на самом деле, в Минске, то было несколько компаний, которые присылала нам рекламу, были мной посланы и заблокированы, которые присылали рекламу автобусные туры в Крым. Естественно, что автобусные туры в Крым предполагали нарушение украинского международного законодательства, двигались через Российскую Федерацию, и это не заезд с запрошением разрешения в Украине по каким-то причинам на оккупированной территории. Что здесь смешного? Меня насмешило, во-первых, у нас прекрасный международный аэропорт. Международный для кого? Между какими народами летают сегодня нормальное человечество в Крым? Вот для чего этот международный аэропорт? Для аэрофлота? Нет, ты не понимаешь, что у России живет 130, ну уже помирая, конечно, большая часть. 130... Я тебя понимаю, но международный... 130 народу. Вот между этими народами, 130 и Крымом, крымским народом, есть аэропорт. Вот. То есть для многочисленных российских народов. И давайте мы еще туда белорусов привлечем. Есть, конечно, отмороженные ватники, у нас их достаточно. Я понимаю, что они ездили в Крым. И были даже такие среди моих знакомых, были мной удалены, заблокированы. Напоминаю, что для меня это всегда было лакмусовой бумажкой. У меня в турагентстве первый вопрос о приеме на работу стоял «Чей Крым?». И я вам скажу, что... Помнишь, я смеялась, что Тихановская у меня бы даже менеджером бы не смогла устроиться со своим де юре де факто, и Россия нам там друг, брат и все остальное. Были случаи, когда люди так хотели устроиться на работу, но не понимали, как надо ответить. Так.
что ответы были от Тосика комичные до нельзя. Там, например, людей. Чей Крым? Людей, да? Людей. Правильно. Был ответ греческий. Греческий. У Бабарика был такой ответ, по-моему. Да-да-да. Что-то в этом духе, да, это не наш вопрос. Ну, комично это так, ну, скорее печально, да, для нормального человека. Но такого в Беларуси, к сожалению, хватало. Меня насмешил видео «Международный аэропорт» первое, а второе – это упростить логистику для белорусов. Это я. Вот я себе пытаюсь представить. Это как? Это как упростить логистику для белорусов для приезда на оккупированные территории? Сделать прямой мост по небу прямо в Крым. Нет, то есть, это же реально смешно. У нас же некий самолетный парк есть, вот это вылетает турбовинтовый это самолет, который, ну, повольный, вот этот, что много топлива жары, як он военный, это Ил-76, у нас это есть в Беларуси. Ил-76. Да, и он может сесть на малых аэродромах, влетая, паўзе на хуткасці там 320 км в годину, у сярэдняй до Крыма. Ну, гадзіны за 4, за 5 он доляціць до Крыма от Минска. И, как сэкономить, открывая сзаду эту, там же ж не надо, он же на малых высотах может летать, там на 4 километрах. Открывая сразу выбрасываете. Я прошу тебя. И вместе за этими стюками, за всем белорусов. И ты знаешь, даже если без парашюта выкинуть, пару штук выживет, я думаю, где-то болтнуть в болото, в аду. Близко скала, будет метров 100 выживет, понимаешь, человек. Ну, кстати, да. Так вот, ну не, можно парашюту дать таких купольных, чтобы было смешнее потом, как поналетали над Крымом, так. Кто худый, может, тыдзень полет, толстый позже вниз такого, миной направленного действия. Вот, так что это самое. Тут вариант умора, в принципе. А что, я бы за 4 часа у Крым бы, например, прячок, а мозгов не было. Что? Ты знаешь, вот как мозгов не было и совести добавить. Не, понимаешь, у некоторых людей настолько нема мозгов, что совесть не надо. А зачем это? Не, совесть есть, он, допустим, тебе в карман не полезет украсть там 200 рублей, ну, потому что ты ж свой, а, например, где-нибудь будь робить дальнобойщиком, жилет, тонну солярки, ему будет до сиреневой жизни, ему же есть, что хочется. Ну, это социализм, разумеешь, я что есть, что хочу. Кстати, к вопросу Крыма пока не забыла, прости, что перебила. А вот в том интервью, о котором я говорила, Михаил Макарук, он говорит, в Информнапалме есть расследование о бизнесе Тихановского в Крыму. Не просто о поездке, а о его бизнесе. Я думаю, бизнес его накрылся там усім. Нет, во времена оккупации, собственно, во времена оккупации. А, ну тогда он там был соудельником. Я думаю, что некому там белорусу, гомельскому, гелевскому, то есть рассказы про то, что это там случайная поездка, ну вообще, это вообще уже само по себе смешно про случайная поездка. Я случайно съездил в Крым, я случайно разместил фотку Путина, с поздравлением с Новым годом, я случайно, там что еще было, стою на Красной площади. Это как случайный секс, говорю, что такое понятно случайный секс. Человек шел. Это как у Макара случайно оказывается Георгиевская ленточка. Споткнулся, понимаешь, ногой, на женщину бабах сверху, что добру пропадать. Вот случайный секс получился. Так и в этом все случайно. Во-во-во. Пошли к следующему. Сегодня стало известно, что Светлана Тихановская не получила Нобелевскую премию. И мы знаем почему. Все дело в том, друзья, что члены Нобелевского комитета побоялись проходить в Беларуси по делу о финансировании терроризма. Всем хороших выходных. Пока. Русифікована, але нагучить пригожа, мой батько каже, я мушу учить вредно. Это не его. Я напоминаю подписчикам, что это люди, ведущий, который ведет все интервью, берет у Франка Вечорки, там у Светланы Георгиевны, который издевался в своей программе над Поздняком. И это именно те ребята, которые
давали интервью о том, что заводили в Литву там год, два, три назад русскоязычный юмор. Давай. Русскоязычный юмор, да? Ну, это, як бы, ну, ведаеш, Алена, калі мы сабе будем... А ты поставил уже, Антос? Я ж яго прокруціў уже, это відео. А, прокрутил? Да. Калі мы сабе, мне здаецца, будзем дазваляць ставіць нейкія межы, толькі разагнаўшыся, таму што мы яшчэ на гашетку не аціснулі з тобой. Мы ж только вот это робім, говорится, айки-тайсо, то есть мы робім разминку. Вот растянули слегка, робім ранішнюю разминку, яшчэ меч у руки не брали. Вот. То мы выглядаць будзем горш, чым ён. То бок, яго все-таки ёсць досвед, як бы там, працы нейкага там полуп'янага вядучага на маскоўскіх банях, там по коттеджах, там и так далее. Он очень верит в дьявола, я так адчуваю, в Россию, потому что так выкшталцоўна гаворы по-расійску, не дазваляе себе некага акцента, чтобы не быть похожим на этого колхозника. Разумеешь, чтобы Лукашенко ненавидит Беларусь, але он себе маркируе як вот беларускі русский Лукашенко. Он не працуе над акцентом. И он выдае гэты наш усходні акцент з гэтым гэтым похожим на литовское, типа лабас ритас. Вот это, типа, як он там, не буду вспоминать, прививку, так кажа Лукашенко и так далее. Прививку. Гэты чувак, ну, усім сваім выглядам показывае, што ненавідзіць беларускае ўсё, не любя и учить не собирается просто. Вот он... Не, он на самом деле берет интервью по-белорусски, но в своей юмористической программе издевки про белорусскую мову были достаточно. Допуская... Это заметно. Это как те боты и тролли, которые отлично владеют мовой, белорусской, украинской, но и понимаешь, на это, к сожалению, многие покупаются, я вижу, даже в Украине. Ну так, и он всем своим выглядом показывая, как же он уважает русскость, какой же он правильный, у него литературный язык, как же он научился это все, понимаешь, там по баням в Москве. И он в этом неким поле вот этого вот, ну, в принципе, зла и неправды, и подпольные работы супраць нас, вот нашей державности, и нас, не нас, менавіта як патрыотаў, нашей будучыні. Он працуе супраць Беларусі, этот человек, и он вораг. По великому рахунку, он не просто дурачок, он вораг. Але ён у гэтай вот, у гэтай маленькай клетачцы находзіць сабе нейкую свабоду, там метаецца іх шымпанзе. Вот я, калі пераглядаў тое відэо, што мы с тобой мяркоўвалі некалі позамінулы раз, дзе ён... В прошлой программе. Да, дзе ён это самае... Я что карикатуру намаляваў позапрошлый раз, дзе ён менавіта кажа, што типа там пачаў за здравие, са здзеку з беларускай мовы, пасля перайшоў на нейкія такія адрывістыя нейкія фразы, як які-то чараўнік вуду такі, что-то. Я резко не уехаў, пра што он хоча сказаць. Пасля я зразумеў, што іх некая узкая кула агранічаных людзей, у іх нейкія ёсць свае прапіяраныя дзеянні, нейкія нікому невядомыя факты, то бок это в прынцыпе ствараецца нахальна, ствараецца секта такая. Каб толькі глядзелі ў іх, она створилась. Я вчера выпустила реплику, я разговаривала здесь с некоторыми представителями. Получилось так, что познакомилась каких-то европейских изданий, какого-то истеблишмента и не только изданий. Для них представление белорусской оппозиции именно такое. И я тебе скажу, что те имена, которые действительно составляют славу диссидентства, им на сегодняшний день практически не знакомы. И когда я говорю о том, что они затираются, люди, которые сидят там по тяжелым статьям, даже там о них не говорится, это старые диссиденты, они там поданы. Да я перехожу, потому что это связано, ты поймешь сейчас. И что их даже не подают в списки там на политбеженцев, что о них нигде не говорят. На меня смотрят со скепсисом и улыбкой. Может, это вам они кажутся известными? А на самом-то деле всех ведь невозможно подать. Эти мантры уже достигли европейских институций, потому что слишком долго идет подобный маркетинг. Он слишком долго идет. Разумеешь, Алена,
яны выкарыстоўваюць у прынцыпе прынцыпы стварэння натуральных груповак ужывання прадукцыі альбо нейкіх ідэалогій элементаў, там, допустим, нейкія спартовыя полусекты, там, прамыя продажы, не крый бог MLM, яны працуюць па тых жа прынцыпах, у іх свая супольнасць, свае лідары, свае аўтарытэты. Это рэальна аўтарытэтныя людзі, якія там маюць 3 мільёны 4 даляры ў год, што там па амерыканскіх нават мерках шмат дастаткова. То бок яны могуць падзяліцца вопытам, яны шмат працавалі там і так далей. Але ж гэтыя суполкі, яны ствараюцца дзікай крывёй. Там людзі кроў сваю губляюць, там людзі з ума сходзяць, там людзі з ног валяцца, не разумеюць, што ад іх хочуць. Асабліва у партыі людзі там і тупаватыя, такія як я, і так далей. Нават тыя, што хочуць там нешта зрабіць, таму што это вельмі тонкія матэрыі, працаваць з людзьмі вельмі цяжка. Нешта прапаноўваць, нешта там рэкламаваць людзям, нешта там трошачкі прадаваць там, ці у нешта уцягваць, там, не ведаю, там, гэтыя вот веганы, там, тым больш там з нейкімі адхіленнямі, там веганы, напрыклад, гэтыя групоўкі фарміруюцца лягчэй намнога, таму што там сектанцкі дух мацнейшы, там не на грашах павязаны, менавіта на ідэалогіі. А там, дзе павязана на чэсных грашах, чэсных рэальна кров'ю дабытых грашах, гэта суполкі дастаткова перанапружаных людзей, там людзі працуюць шмат. А тут атрымліваецца, што гэта падобна вот, па ўсіх прызнаках вот, на такую суполку, але гэтыя херы, гэтыя, скажем, і фрау, яны заходзяць через задні праход где-то вот. Такія, знаеш, вот мы такія туды ідзём, такія неверагоднай толпой, думаем такія, ну я ж кандидат навук, я ж з флагам бегаў по плашчадзям, понимаешь, я ж хачу ўсяго лепшае для Беларусі, можа мяне заўважыць, можа я буду членам каманды. А вот табе козёл, разумееш, таму што, или козліха скорей, таму што у нас мужики так добра не вучацца ў стране, на гэтую адукацыю не веруць. А сівы нейкі вылез, банны дзед, разумееш, это ж банны дзед маскоўскі, вылез сівы, які 3 слова можа сплясці, нясе пургу, ссыць у вушы, плюе табе ў вочы, разумееш, і ён вядзе рэй, ягоны бренд прадаецца, бренд высасаны з пальца абсолютно. Што ты дабіў, дзе ты быў? Дзе ты быў, дзе ты якія права адстойваў, у каго? Разумееш, у чым пытанне? Ты сабраў сваіх падпісчыкаў, ты даказаў праўдзівасць у сваіх выказванняў, што ты варта тут сець выступаць. Не, ты ніхто, ты ноль. Разумееш, такі вялізны, надуты, грашыма, зразумела, нуль. То есть это москалі, калі бяруцца за нейкую справу, яны яе выкруціць, таму што ў іх цярпення няма. Яны хочуць усё і сразу. У Крамлі павіншавалі апанента расійскіх уладаў Андрэя Муратова з атрыманнем Нобелеўскай прэміі міру. Параўноўваем з тым, як улады Беларусі паставіліся да Нобелеўскай прэміі Светланы Алексеевич. Вот мы и поравнялись. А вот он, Геббельс в действии. Давай правде смотреть в глаза. Ну, во-первых, Радио Свободе надо было напомнить, что Нобелевскую премию получил все-таки не Андрей Муратов, а Дмитрий Муратов. Есть такой персонаж, я загуглила в российском информационном пространстве, Андрей Муратов, но он выглядит иначе, и вообще это совершенно другой персонаж. Ну ладно. Понимаешь, вот эту вот фразу Беларуси, то есть наше говно, оно говнистее, чем российское. Да, вот не так уж плохо вражки. Вот там даже власти поздравляют оппозиционных журналистов. И это пишет не кто-нибудь, не вот этот мальчик, о котором мы сейчас говорили, да, парень, мужчина, неважно. Это пишет Радио Свобода. Радио Свобода, да, пускай белорусская служба. Вот вся степень, вот в этой фразе на самом деле, в этой фразе, которая приучает человека, что в России лучше, чем у нас, вот весь год работы Белдемсми. У России бизуны мягчайшие. Знаешь, у нас бизуны говняные, там не отпаренные, а там такие бизуны размятые, отпаренные, мягкие. Уже по российцах они прошли бизуны, мягкие стали. По нам, коли попадем, мы же привычные, уже мягче будет. Ну так. Ну и уж раз нас так плохо,
Чего уж там, давайте уже хотя бы в Россию выберем. Мне, разумеешь, Алена, есть такий мем теперь, котик, який ригає. Вот котик косовокий, которому дают носки, понюхаешь, такой белый. Ему плохо, ну, деликатно до запахов. Так мне вот сразу, коли вот починает, дым ЗМІ починає, а в России я далі не могу читать, что мне вот и котик, в очах черного, в очах и котик. Извините но это год длится, это больше года длится. Это СМИ, который я с удовольствием смотрела там все годы, да, но во всяком случае получала оттуда информацию. Белсат, Радио Свобода и так далее. Вы, ребята, вообще, ты понимаешь, вот так построены эти фразы. Это как Балкунец, который сидит в программе в 60 минут со Скобеевой и признается, поздравляет эту программу, и признается, что он за год там был 60 раз, там или сколько-то, да, 60 раз. И его хвалят как пророссийскую оппозицию. Вот как он является там на всех этих, условно Балкунец, и он сам является на всех этих каналах экспертом по Беларуси. Вот точно так же проходит и это. Понимаешь? Ну как так? Ёкалэмэна, что вы не сравниваете с другими странами? Вы вообще о чем говорите? Вы приучаете мозг белоруса, что от этой безысходности можно согласиться и на Рашу. Все-таки там трохи легче. Я просто хочу вот полететь на этих людей, которые это пишут. Вот хочу полететь на их портреты. Потому что Балкунец это, как ни крути, это особо смелая, публичная. Я трошки веду демсмішних этих журналистов старой гвардии, но это не они пишут, это не их подписи под этими артикулами. Это некие новые, я кажу, неких детей с косками набрали, беспринципных неких, вот, ну, может, ты что... не важно, но не важно, прошли, редактура. Ну, да, я понимаю, что это, скорее всего, сидит корреспондент, который не знает, кто такой Муратов. Да, там загуглил, вначале вышел Андрей Муратов, там условно перепутал. Бог с ним. Хрен с ним, Муратов. Википедия выдала, да, Муратов, как же его зовут? Андрюша. Муратов. Сразу раз в гугле Андрей. Андрей. Ну, Андрей просто первый по списку, по алфавиту. Да, ну это хер с ним. Ну, допустим. Но мы же понимаем, что все, существуют темники, они существуют. Мне рассказывали, не буду сейчас назвать, не могу этих ребят назвать, мои друзья в уважаемых изданиях, вот в этих изданиях, которые сегодня говорят, я хочу уйти из профессии, или уехать, или найти что-нибудь другое, но я там белорусскомовный, и я привык работать в белорусской свободной прессе, я не знаю, что мне делать, потому что сейчас без согласования, без темника, а часто без согласования с материала со штабом уже ничего не проходит. А я скажу, что... Я это слышу от людей, которых знаю много лет, и я им верю. Алена, я скажу, что им делать. Хочете говорить людям нечто? Робите видеоблог на нескольких платформах. Робите, введите свой блог, и мы их раскрутим. Ну, я с тобой согласна, но это люди, которые там есть семьи, там есть дети, да, это была профессия, в которой ты мог там, заработать. При нацистах так само так было. Полицию управляли детей. У полицию управляли детей, тому что треба было посеяться в 42-м году. Понимаешь? У полицию детей выправили, а дитя это забили праз 2 тижні партизаны, потому что они на немцев уже не нападали на полицейских, которые ничего никому не сделали, это просто против. Так само у людей были дети. У людей були сім'ї, у людей були діти. Але якого гонору вони досягли праз кілька годів, ті люди? Позором своей семьи, скажем, заклеймили. Но на веки позором заклеймили свои семьи. Як там не крути, а полицейские это именно рисатель. Это никто, это дерьмо просто у Беларуси лічиться. Хотя я лічу, что много было и полицейских героев, а именно это те полицейские, которые пошли с подчинения нацистов и пошли помогать латышам у Западной Латвии большевика бить. Вот это герои. А той, кто подчинявся нацисту, яким может быть героем? Ну, и он мог быть хорошим человеком. Ну, что, полицай. Вот. Но они сегодня начинают, видимо, есть ощущение, что они стараются верить в то, что они делают. Потому что, помнишь, мы говорили, человеку не нравится чувствовать себя под лицом. Но репутация будет потеряна, потому что, это же не может долго длиться, вот это вот здрада такая, где... рано или поздно появятся реальные факты
слиты там и так далее, как все это было, ну не говоря про анализ и про все, что происходило. Уже хапает. Пошли следующие новости, а то у нас уже 44 минуты, а до этого уже 20. Ты поскоротишь. Это самое, я про другое скажу. Погляди, якость этих новин, просто технічна якость, она низкая. Прозвища блытают, некие слова сюда дивные уживаюць, Google перакладчикам карыстаюцца. Калі людзі робяць это абы-як, значыць это альбо непрафесіонал, альбо чалавеку рабіць гэта непрыемна. Можа быць. Ну, там альбо тое, альбо гэта. А можа быць одно и тое разом. И другое, что вот про Балкунца возьми. Погляди, якія мы с тобой красавцы, понимаешь? А Балкунец такое чмо. Вот. И это же на лице написано. Понимаешь, вот человек, ён як рак нейкі з воды вылезшы, у яго вобраза няма на лице. Яго, мана на тваре написано у человека. Только большинство сегодня слушает Балкунца, солнце. Я не ведаю, где надо мозги купить, как слухать Балкунца в принципе. Он же просто, вот, видишь, как бы это был 90-нибудь 9 год, я был старшеклассником, поехал бы на рынок куплять себе боты, и таки Балкунец не продавал боты, я бы их не купил бы николи просто. Просто глянул бы на заточку и сказал бы «до свидания». А здесь мы, Антосик, возвращаемся к вопросу личности толпа. Вот и все. К 25 условным процентам и 75, или к 20 и 80. Ну так. Ничего с этим пока не поделаешь. Наступную новину кручу. Видео. Давай следующее. Что у нас следующее? Так, я глубоко убежден в том, что у нас не может быть абсолютно никакого развития. Сегодня стало известно, что Светлана Тихановская... После вашего посещения, уважаемый Александр Григорьевич, хлябы Лукашенки новина. Все, включаем хлябы Лукашенки. После вашего посещения, уважаемый Александр Григорьевич, нашей хлебопекарни, народ дал свое так название плетенки, батькова булка. И хочу вас заверить искренне, что ее реализация увеличилась в разы. Сегодня люди, приходя в торговый объект, так и говорят: дайте нам, пожалуйста, ну, они говорят уже по-белорусски, лиласка, батькову булку. Летом при посещении пекарни в Свислочах, который здесь говорили, я специально спрашивал о спросе на продукцию. Ответ директора: с руками, ногами отрывают, а сейчас еще больше. Плетенки батьковы. Но за рекламу платить надо. Поэтому зря ты так это горячо это все рассказывала. Если вы это под маркой батька там или еще что-то там придумаете, я батьки сейчас очень модно. Если вы этого хотите, продавать это под такой маркой, бесплатно, милости прошу, буду рекламировать вашу продукцию. Только пошевеливайтесь. Ну, зараз комментировать буду я. Все, я не буду информацию. По-перше, вспоминаю историю 98-го года, когда наша челядь, не 98-го, по-моему, 2001 года, после выборов Лукашенко тусовался на центре, он это робил в 2001 и 2006. И один из этих заработях убачил и крикнул: «Батька, я за тебя голосовал!» И атрымаў прыкладна 8 крепких таких увесистых ударов дубинкой до его гвардии, от этой Лукашенковой. А Лукашенко выбирал гвардию среди всяких вот этих подразделений, самых рослых, от 1,93 м и выше. Там. Ну, больше 2 метров там не было особенно, но был один боксер, там 2,07, по-моему. А так они такие 1,93 м, 1,98 м ростом лукашенковские. И ну, сама разумеешь, что мужчинку никогда 1,70 м им загасить этими палками сверху. Это як нефиг делать. Но этот человек после стал антилукашистом, и мне вот это рассказывал. Мне про его сказали, и с ним на меня были познакомились там человек. Так что, як Лукашенко поменялся, як он глядит на свой бренд, скажем так, який ему подарили про ФСБшные гумористы в 98 году, ну, это для меня цікаво. А другое, ну, уже ж Витебский хлебокомбинат и, по-моему, Минске выпускали еще у те часы, когда я працевал в церковном выдавестве, выпускали батоны лучезарные.
Быў такі, Да ладно. ну, салодзенькі быў такі жаўтлявы, такі бялково-сахарны такі батон, там і яек было много, ну, типа здобнай болі булкі, но это батон называўся, ну, называўся лучезарны. Мінскі быў такі постны, ўсё украдзены, а Віцебскі быў такі, ну, падобны на булку великодную. Ну, понимаешь, лучезарный, тут еще можно подумать, вдруг не про него. Ну, усе думали про яго. Усе, у кого было хотя бы 3 извилины в голове, думали про яго. Ну, тут уже, понимаешь, и извилин иметь не надо. А как тебе барышня? Как она прекрасна? Ну, это просто, я не ведаю, я не ведаю, я таким жанчынам завидую. Як вот можно так расплываться у любви перед пожилым мужчинам, скажем, достатково. Ну, любви еще возраста покорно, это раз, другое, что как бы любить же никому не заборонишь. Ну, любимая. Ой, я с тобой согласна, то есть, вот любить, да. И заметь, все, кто сидят в зале, тоже любят. Ну да. Сильно любят. Да, любят она его. Ну, не ведаю. Это групповуха такая. Ну да. Потенциально. И ты знаешь, я думаю, что коли полахне, ну, некая частка из них, именно тех, кто в зале сядзіць, може нават палова, они реально могут за Лукашенко стоять. Менавіта за яго, як за особу. То бок ён все-таки, гэта 20-й год, при дапамозе это псевдопроцесту наших, и он очистил свои шераги от сомневающихся. Сомневающихся? Да. Потому что все гэтыя сомневающиеся большиня, яны взяли и немножко полюбили бабарыку. Я ж тебе хочу похвалиться, что такое любовь до образу. Мяне силком вытягнули в Гродно попрацаваць на тараканіх бегах. Вот сегодня, учора вечером, я ночью вернулся, ніякі, лёг. Подожди, что такое тараканьи бега? Ну, тараканов гонишь, они бегут. Реальные тараканы? Да, мадагаскарские, такие симпатичные. Я их сгубил, я их списали уже, конечно, тараканы сгубил, хотел развести дома их. Сгубил, они, наверное, замерзли, эти тараканы. Прости, Господи, что загубил живелу. Але мог их разгадаваць дома. Они кордон жаруцца, ты вот от яек вафли жрут. Ну и всякое. Для меня это ужасно, Антосик. Ты говоришь, а мне уже страшно. Я ужасно боюсь. Я до вчерашнего дня боялся тараканов. Ну, не то, что боялся, не любил. Вчера полюбил. Милая живела. Вот. Ну, это ж кузурки, на всякому. Так вот, заказали менавіта такі образ, як мой. Я там уже и цану загнул, уже и капрызничал, и психовал. Пача думаю, ну ладно, дали заработать пару копеек, ну так, а поехать некуды. А пасля, думаю, гэтыя праграмісты понапіваліся гродненскія, и такие идут, ходят и чуют, кучку собираются. Пошли сыграем на тараканов. Куда? К бабарыке пошли. Мой образ был такой. Черные штаны, белая кашуля, подтяжки, специально жонка купляла. Подтяжки и галстук бабочка. Вот. Ну это ж напомин, ну такой копипаст бабарыки. Понимаешь, толстый мужик, ну я лучше, чем бабарыка, конечно, у меня фигура лепшая, но и постать лепше, чем бабарыки. Но даже яны без подказки с моего боку и так далее, яны тусуются по залу и такие, пошли поиграем в таракану, к бабарыке пошли. То бок у грамадстве такі запрос на гэты образ магутны, што мне гэта пужае насамрэч. Магутны запрос на гэты образ. І павінен такі толстый, такі добрый мужик, такі вот, как бабарыка, вот он разрулит. Вот так, как бы еще слабана можа прописать, там яшчэ што. Да. І другое, што кінулася ў вочы, што падышоў праграміст і стаў ганіць. Ну, нарэшце гэты вобраз працаваў тараканаў, што тараканішча. Я там жартаваў на гэты конт, яны на это купіліся і сталі гэта вот тараканаў не ўб'ёш, без галавы жывуць там і так далей, і так далей, і так далей. І адзін такі типа з падходзе збоку злева стаіць, ну такі мелкі, ну добра паддаўшы. І ён: какой же он лох, этот таракан. Я говорю: а хто не лох? А Путин красавчик, я на его гляну, сразу зник от меня, говорю, не мешай тараканов ловить, поутекают и так далее. То бок, ну, гэта мяне пужае, і дзе ў гародні чалавек сядзіць і дрочы на Путина. Программист. Среди программеров очень много.
А за кошт чаго? Чым ім там так галаву засраў? Хто засраў галаву? Антосик, я не знаю, но, понимаешь, они Россию воспринимают через призму IT-среды Москвы и Питера. Все. Ну, Они живут в своей тусовке, им кажется, что там это развито, там это хорошо, там это платится. И вот для них... Я с этим сталкивалась, я это знаю. ну так, і яны А на расіяне, все остальное, по большому счету, наплевать, вот они так это видят. расіяне ж это сталічныя, яны ж калі чуть-чуть падымаюцца ніжэй за плінтус, яны ж умеюць яшчэ такі понт кінуць перед этими провинциальными белорусцами этими. Такі понт, показать, как они красиво, все у них красиво. Ведаю гэтыя расійскія понты на вылет, я их знаю. Это кидаешь понты, потом крикнуть под раніцу, что у меня грошей нема, и закатить скандал, разумеешь, это звычайная справа. Ну, про гэта не будем. Ну, кажу, что сам вобраз Бабарыкі, он чакаемый у грамадстве. То есть я работу учора Бабарыкам попрацаваў. Я Бабарыкам попрацаваў. И самое цікавае, что один программист познал меня як блогера и залип минут на 15. Но они это умеют, программисты, часто. Особенно кодеры, они, як такие близкие до гэтых, до блаженных, они залипают. Он стал так со стаканом. Я ему нагадал про деда Олеся, про, ну, крану некую фразу, я там раз дед Олесь, и он чик, я раз Сергей Иванович, он хлоп, и глядит на меня, и стал и залип. Я уже пошел, но еще стоял, над и стол улетел. Ну, так что такая была контраст. Поехал працаваць Бабарыкам, а познали некоторые в тем же коллективе один Путина-дрочер реальный. Ну, такое слово страшное, но это правдивое слово. А другие из наших, скажем. Давай поставим, я предлагаю, у нас уже дофига времени. Да. Люди могут устать, я предлагаю поставить 2 последних видео, не комментировать их, а просто поржать. Вот типичный пример. Казалось бы, безобидный западный мультфильм «Красавица и чудовище». Маленькая девочка садится у телевизора и видит цветущую и поющую главную героиню. И 25-м кадром уродливую толстую женщину, больше похожую на свиноматку, а из рук у нее валятся, как оказывается, собственные дети. Все. Образ впечатался. И уже подсознательно девочка в будущем выберет панель, ночной клуб и БЧБ-митинг, а не чудесную судьбу многодетной мамы. Сатана предает тебя, Рашкин, и мелких бесов твоих, Парфенова, атеиста и прочих анафеми. Всех обнимаем, спасибо всем, кто нам помогает. И просим о помощи. Не считаю это зазорным, мы стараемся, мы работаем, пашем. Не кривя душой при этом. Ну так. До побачення, до нових хвалюючих. До побачення, живе Беларусь, слава Україні. Я вам ставлю. До нових хвалюючих зустріч.